Утром 8 июня скончался духовник Камрадского собора Иоанна Предтечи Илиан. По официальной версии это случилось из-за коронавируса. По этой причине гроб усопшего был закрыт. Прихожане собрались во дворе церкви, чтобы поставить свечу за упокой души усопшего и провести его в последний путь. Как отмечают жители и чтец Дмитрий, батюшка Илиан был трудолюбивым человеком, который посвятил свою жизнь служению Богу и людям. Всеми любимым нами, батюшке Илиане, можно сказать много. Это человек-эпоха. Это человек, который, по слову Евангелия, душу свою положил на алтарь. То есть отдал все свои силы служению Богу, служению церкви, служению людям. Это человек, унесший с собой историю становления православия здесь, на земле города Камрата. О нем много можно говорить. Он много сделал для храма с самого начала, когда в 1988 году было постановление об открытии храма. Церковью он был назначен здесь нести свое послушание в качестве настоятеля этого храма. И он принял его, придя сюда, он принял его в запустении, он принял его в разрухе. И сегодня мы видим храм в благолепии. Это во многом тоже его труды. А он жил только для того, чтобы вот это все создать. И он создал. И он это заслуживает. Его надо, если была бы моя воля, я бы сделал все, чтобы его похоронить вот именно здесь, потому что он это заслуживает. Некоторые прихожане не поверили, что батюшка умер от коронавируса. По этой причине перед приездом похоронной машины в церкви разгорелся конфликт между прихожанами и настоятелями церкви. Конечно, хочу поднять как надо. Не надо, но отбивать как положено. 32 года работал человек. Или хотите, чтобы собор закрыли? Давайте закроем собор. Церковь, вы считаете, продались то, что сказали, что от коронавируса умер? Да, он не от этого умер. От чего? Не знаю от чего. Просто из этого идет театр. В чем проблема? Его не будут по всем правилам, по традициям? Вот так и будет. Не будут по всем традициям его хоронить? Вот, сказали, что уже поменяли все. Что поменяли? Будут или не будут? Должны были по правилам его хоронить, а сейчас все. Говорили, что он старый. Не будут по правилам, да? Конечно. Не верите? А где доставили информацию? Кто даст? Кто даст? Боятся. Кого боятся? Боятся. Все боятся. Закроем церковь. О том, как прошло отпевание и где был похоронен архимандрит Илиан, рассказали камрадчане и клирик Святого Собора Иоанна Предтечи. Отпевание прошло согласно чину, так как установила Святая Церковь, как положено. Рано утром совершилась божественная литургия, где возносились молитвы о новопредставленном батюшке. И после литургии священнослужители, выйдя и став перед гробом, совершили полный чин отпевания, который был ставлен церковью на такие случаи. Так говорят, что его последние слова сказали: не надо возле мамы. Он, по-моему, с Капаклея, если я не ошибаюсь. Его здесь проведут, да. Его здесь проведут, а похоронят там. Это его воля. По словам священнослужителя, преждевременная смерть батюшки Илиана наложила глубокий отпечаток на церковь и людей. Церковь и люди понесли невосполнимую утрату. Почему? Потому что для каждого здесь находящегося он был добрым батюшкой, горячим молитвенником, теплым и отзывчивым человеком, которым помог многим своими молитвами. Он вывел из греха этих людей. Здесь на земле можно рассуждать, что мы понесли утрату, но если посмотреть глазами православного христианина, мы
обрели молитвенника. У отца Илиана были проблемы с сердцем и затрудненное дыхание. Последние 3 дня он пробыл на аппарате искусственной вентиляции легких. В Камрадском соборе Иоанна Предтечи отец Илиан прослужил более 30 лет.